Но сначала о сильнейших пожарах в Израиле. На севере страны и на Иерусалимском Нагорье горят леса. Огонь бушует и в центре города Хайфа. На борьбу с разбушевавшейся стихией брошены все пожарно-спасательные части Израиля, подразделения армии и полиция. Пожарная авиация еврейского государства не справляется с огнем. На помощь уже прибыли специальные самолеты многих европейских стран. На просьбу о помощи также откликнулась МЧС России. Генинспектор полиции страны Рони Аль-Шейх уже заявил, что, видимо, речь идет об умышленных поджогах. На прямой связи со студией «Настоящего времени» из Хайфа корреспондент 9 канала Борис Штерн. Борис, вы слышите меня сейчас, да? Борис? Пытаемся связаться с Борисом по телефону. Борис? Вау. Борис Штерн, я надеюсь, в течение нашего выпуска этой программы выйдет на связь с нами из Израиля. Будем следить за событиями. А пока о том, как развивается ситуация, расскажет мой коллега Сергей Хиршфельд. Дождей в Израиле не было с апреля. Потом сухое жаркое лето, а совсем недавно местная напасть – хамсин. Это когда из пустыни дует раскаленный ветер с песком. Влажность равна нулю. Чтобы загорелось, достаточно одной даже не спички, а искры. И вот полыхнуло по всему Израилю. Согласно прогнозам, сухая погода и порывы ветра не прекратятся ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Это идеальные условия для распространения огня. Следовательно, мы будем иметь дело с тем, с чем есть. Первые пожары начались в понедельник. Примечательно, что сразу в нескольких местах. Израильтяне сделали единственно возможный вывод. Само собой, так ярко не загорается. Сегодня версию о поджогах подтвердил генинспектор полиции Рони Аль-Шейх. Говорят о поджогах. Можете вы нам сказать, так это или не так? Вы знаете, были и поджоги, а были и просто возгорания. Я не хочу об этом говорить. То есть это террор. Я думаю, что тот, кто поджигает, он не является пироманом. Скорее всего, это действительно люди, которые делают это из националистических соображений. Я не хочу мешать расследованию. Генинспектор полиции осторожен в высказываниях. Вину поджигателя еще предстоит доказать в суде. Пользователи соцсетей намного смелее и оперативнее полиции. Сегодня в интернете появились фотографии задержаний подозреваемых в поджоге. Тем временем отдельные очаги возгорания превратились в гигантские пожары по всему Израилю. Это интерактивная карта, которая в режиме реального времени показывает, где и как горит. В реальной жизни это выглядит намного страшнее. Обугленные машины, черные окна, пепел и гарь. 6, 6 этаж, помоги мне. Разматывай бронзбойт. Воды сюда быстро. Больше всего пострадала Хайфа. Здесь около 100 человек получили ожоги различной степени тяжести. На данный момент из-за смертельной опасности эвакуировано уже более 75 тысяч человек. Спасателям также пришлось в экстренном порядке вывозить из своих квартир жильцов многоэтажного комплекса социального жилья для пожилых репатриантов. Большинство из них – выходцы из бывшего СССР. Мы видим черный дым, который валит из этого дома. Так сильно, что пожарные не могут туда зайти. Надеемся, что в подвале никого нет. Только за сегодняшний день выгорело 7,5 тысяч гектаров леса. И это еще точно не предел. Большая часть международной помощи прибудет только ближайшей ночью. Особые надежды возлагаются на российские самолеты Б-200. Речь идет о летающих амфибиях. Каждая машина способна осуществлять забор до 12 тонн воды с поверхности моря. Сергей Хиршфельд. Настоящее время. Еще раз попробуем связаться с нашим коллегой с 9 канала Израиля Борисом Штерном и узнать о последних новостях, что сейчас происходит в стране.
Борис. Здравствуйте, добрый вечер. Я сейчас нахожусь в Хайфе, в центре координации действий всех служб спасения. Судя по последней информации, похоже, что пожар удалось практически полностью здесь, на севере, локализовать. Остались небольшие очаги возгорания, с которыми сейчас пытаются справиться пожарные. Сильный ветер очень все усложняет. По последним данным, более 100 человек пострадали, более 100 человек получили те или иные ранения. Очень много людей с отравлением угарным газом были доставлены в местную хайфскую больницу Рамбам. Однако вот в пожарной охране сказали, что в принципе, несмотря на всю сложность операции, а операция была сложная, горит не только в Хайфе, горит также и в центре страны, недалеко от Иерусалима, удалось спасти всех, нету ни одного погибшего, и это, безусловно, и по мнению сотрудников служб спасения, успех операции. Главная тема, которую обсуждают сейчас, касается в основном поджигателей. По информации полиции речь идет в первую очередь о причине пожара, именно о специальных поджогах. Несколько человек уже арестованы. Представители правительства, премьер-министр, министр внутренних дел и министр внутренней безопасности уже по этому поводу открыто выступили и заявили о том, что все эти поджоги будут приравнены к терактам. Министр внутренних дел Ари Дери заявил, что, скорее всего, он будет настаивать на лишении израильского гражданства тех людей, которые замешаны в сегодняшних поджогах. Ну и, безусловно, Израилю очень была необходима вовремя полученная международная помощь, самолеты пожарной авиации из европейских стран, из стран Средиземноморского региона, из Украины, Азербайджана, России. Все прибыли сегодня в течение дня, и практически общими усилиями, европейскими усилиями пожар был локализован. Самое главное, чтобы в ближайшие несколько часов... Спасибо. Спасибо большое, Борис. Последние новости от Бориса Штерна, нашего коллеги с 9 телеканала Израиля.